Приветствую, друзья! Канал Якутия-24, программа «Просто вкусно». С вами, как обычно, Петр Цепандин. И мы находимся, как обычно, в уютной гастростудии ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Горбунов Александр Сергеевич. Александр, приветствую. Представляя нашего гостя, сразу скажу, мне невозможно это все выучить. Александр Сергеевич у нас полковник полиции, начальник Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел России на транспорте. Так точно. Александр Сергеевич, сразу скажу, потому что иногда забываю это сказать, спасибо, что вы согласились быть гостем нашей передачи, потому что, я знаю, вы занятый человек, все начальники у нас занятые. И так как у нас все-таки мы позиционируем нашу программу как кулинарный проект, кулинарное ток-шоу, с чем вы к нам сегодня пришли, что будете готовить? Спасибо за приглашение. Готовить мы будем сегодня, как я, в принципе, и люблю делать дома, блюдо, которое будет приготовлено быстро, но очень вкусно. Быстро вкусно. Да. Мы называется передача «Просто вкусно». Мне очень понравилось сразу то, что вы сказали. Люблю. Значит, вы готовить любите все. Да, я очень люблю готовить. Не всегда это получается, с учетом работы. Времени мало, но когда выделяется такая минутка, в воскресенье могу приготовить что-то очень вкусное для всей семьи, их порадовать. Или в отпуске, или на природе, когда отдыхаем с друзьями. Сам Бог велел. Так точно. Да, мне кажется, мужик, который не умеет готовить, почти что не мужик, да. Не могу так сказать. Да, мы мужики бываем на природе. Если ты там на природу выехал мужиками, не умеешь готовить, с голоду же можно умереть. Поэтому каждый человек, мне кажется, мужики все умеют готовить. Хорошо, какое-то у вас есть коронное блюдо, или это к какому блюду относится? Оно не коронное, но готовить его очень легко, быстро, и оно очень полезное и вкусное. Это печень дикого оленя, которую мы сегодня пожарим в сметанном соусе. В сметанном соусе. Так точно. Звучит интригующе. Отлично и интересно. Да, дичь получается. Дичь. Да. Федя, дичь, да. Хорошо, с чего начинаем? Разрешите? Так, давайте. Печень, да? Да, в первую очередь мы должны немножко подготовить печень. Снять с нее пленку. Так. Потом ее немножко... подготовка идет. Да. Да, вот есть специальный такой. Сюда будет, приложим. да, ложить? Да. Так, аккуратненько, чтобы... Будет удобнее. Вот так Опа, вот, да. Все, отлично. Снимем с нее пленочку. И сейчас Петр нам покажет мастер-класс. Да? Очень классная шутка. Семен у нас такой шутник такой. Давайте Вроде кажется, что... перчаточки сейчас, чтобы сильно не мараться. И Семен покажет мастер-класс. И пока Семен показывает мастер-класс, Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. То есть рубрику я вас предупреждал, называется «Как я дошел до жизни такой». Хорошо. Я в первую очередь хочу сказать, что я коренной житель Республики Саха-Якутия. Мама моя уроженка Ленского района, отец уроженец Витима, а я сам родился в городе Якутске и всю жизнь прожил здесь, за исключением только тех лет, когда я служил срочную службу в армии 2 года и 3 года учился в Ленинграде. Прожил я все свое детство и юность в авиагородке, в порту. Учился в 30-й школе, был очень активным молодым человеком, как мне кажется, разносторонним, занимался и спортом, и музыкой, всегда принимал... Подождите, музыкой подробнее поете? Я пою, играю на гитаре, но это для себя. Для себя. Стесняетесь немножко? Конечно, есть такое, да. Поэтому даже вам скажу, были такие достижения за активное участие в культурно-массовой работе города Якутска. Я комитетом комсомола города был в 1981 году направлен в пионерский лагерь «Артек». Да ладно, Да. Я тоже был в Артеке. Вот. 88-го. Какая дружина? Я был в Кипарисной. Кипарисная, Да. я янтарная. Я в лесном. Лесная. лесной. По-моему, 10-12 дружин было, да. Да. Такие незабываемые времена, да? Да, шикарные Вообще времена, класс, вообще класс. такая прекрасная была юность, молодость. Да. Советский Союз. Да, после окончания школы, как и все, в принципе, жители Портовского микрорайона города Якутска, я поступил
авиационное училище гражданской авиации. Ну, Это- то есть прямо как бы с воздухом, с небом, да? Да, потому что вся жизнь проходила вокруг аэропорта, вокруг авиаторов. Смотрели, В как школе всё. учились всегда со мной рядом дети летчиков, техников, инженеров. И нам тогда казалось, что другой профессии вообще в жизни не Собственно, бывает. собственно, Только да. авиация. Ага. Только авиация. Круто. Ну, с учетом того, что по зрению у меня немножко были проблемы, я не прошел в летное училище, поэтому поступил в авиационно-техническое имени маршала авиации Жаворонкова, вертолетное училище Выборгское. Мгм. Ну, Вы- после вы- первого- в Выборге. В Выборге, да. Да-да-да, так. После первого курса ушел в армию, отслужил год в Туркмении, потом второй год службы проходил под Волгоградом. Опять же, меня судьба свела даже в армии с авиацией. Я служил в ВВС, военно-воздушные силы. ВВС, да. Да. Ну. После службы в армии вернулся обратно в училище, закончил и вернулся сюда непосредственно в город Якутск, уже в Маганское авиапредприятие. Так. Ну, Правда. сразу зачислили, получается. Да, тогда же, помните, тогда не было свободного выбора, тогда Да. приезжал и тебе давали направление, куда ты поедешь Да, работать. да, направление, По да. окончанию учебного заведения тебе давали И по направление. большому счету, как эта партия сказала, вроде и не спрашивали Ну, сильно. Нет, были предложения остаться Ага. в Ленинграде, были А. предложения в Сочи поехать работать. Так. Но вот мы же так категория людей, которые Родина. так страшно любят свою родину, Да. что вообще ничего больше в жизни для себя не представляют. Ну, ну, ну. Поэтому я собрался и поехал сюда, в Якутск. Проработал здесь в авиапредприятии год, ну а потом как-то так получилось, что на комсомольском собрании коллектива принималось решение о направлении в органы внутренних дел, значит, ну, как говорится, тогда лучших из лучших. Мгм. Ну и вот это и послужило толчком, когда меня с авиапредприятия направили на работу в транспортную полицию. Мгм. Пришел я туда на службу в звании старшины милиции. Мгм. Должность у меня называлась младший инспектор по досмотру аэропорта города Якутска. Мгм. Это был 89 год. Советский Союз. еще. Да. Так. И вот с того времени я больше нигде не работал. Ну, то С есть того времени в я одном предприятии. работаю в одном управлении. Вот это уже 33 33 года. 33 года. Вот Да. с Христа уже, да, как говорится. Да, Да. ну, наверное. Ну, как? Вы, получается же, как, отличную карьеру сделали. Ну, Самого низшего звена все прошли. да, На полях, скажем так, да, с все. с милиционера Ага. до начальника управления. Ну, как говорится, путь был такой тернистый. Я прошел практически все должности, которые Ну, были в системе. Мгм. Младший инспектор по досмотру, оперуполномоченный уголовного розыска, старший оперуполномоченный уголовного розыска, начальник отделения уголовного розыска. Подождите, вы досмотр, это же, ну как, досматривать пассажиров, да? Досмотр это вот то, что сегодня в аэропорту делают наши сотрудники младшего нашего состава. Мгм. Это охрана общественного порядка, Мгм. досмотр пассажиров на убытие, на прибытие. Да. Ну и вот, в принципе, это и выявление, раскрытие преступлений, как говорится, по горячим следам. Мгм. Вот Ну, это, то есть, если там что-то резко произошло. Так. да. И вот в связи с этим, когда вроде бы, я так сейчас уже понимаю, как руководитель, видимо, у меня были какие-то задатки, видимо, у меня что-то получалось, Мгм. поэтому Не, руководитель... ну да, действительно, не каждый становится руководителем. Некоторые всю дорогу прапорщиками ходят и все. Ну вот Так и есть. руководитель уголовного розыска пригласил меня к себе в подразделение, и вот Мгм. с того момента началась моя офицерская, как говорится, дальнейшая судьба. Мгм. Ну и вот в конечном итоге в 2007 году я стал замначальника управления. Начальник управления тогда был начальником управления генерал-майор Акулов Владимир Алексеевич. Мгм. Прекрасный руководитель, очень сильный, грамотный сотрудник. Вот. И в 2010 году я был назначен начальником управления. То есть 13-й год вы начальник. Да, 13 Да, начальник управления. немножко расскажите, пожалуйста, о структуре, потому что же, ну, я понимаю, скорее всего, это же назначаемая должность, Конечно. а не выборная. Нет, нет. Так, У голосуем. нас нет, такого нет, это Ага. должность назначаемая. Так. Ну, а структура сама что по себе? Транспортная полиция – это, образно говоря, орган внутренних дел, который занимается охраной общественного порядка, выявлением, раскрытием преступлений на объектах транспортного комплекса. Сегодня Северо-Восточное линейное управление обслуживает два субъекта Российской Федерации – Якутию и Чукотку. А, вы еще Да, Так. у нас самая большая территория обслуживания.
А с учетом того, что мы живем на Дальнем Востоке и Огромной территории. тем более в Якутии, Мгм. для нас транспортные магистрали это кровеносные сосуды. Да. У нас сегодня ни в один район республики не попадешь без возможности транспортного средства. Это самолет, пароход, сегодня уже железная дорога. Поэтому, чуть-чуть. Да, поэтому работы у нас сегодня предостаточно. Если говорить про структуру, все службы, которые представлены в МВД, Мгм. в полном объеме представлены в Северо-Восточном военном управлении, только в меньшем объеме. Мгм. Ну, я вам пример говорю. Вот есть управление по незаконному обороту наркотиков в МВД Так. республики. Да. У нас отдел по Отдел, незаконному да, обороту свой. наркотиков. То есть чуть поменьше народу, да. Ну, не чуть, там намного поменьше, Да, но структура отдела. У них управление по экономическим преступлениям. У нас отдел по экономическим преступлениям. Так. Вот. У нас единственное подразделение в транспортной полиции, которое отсутствует в территориальных органах, это отдел по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Так и Ну, то есть, называется. если там погруз То что-то бишь, идет, если у вас есть проблемы с багажом или с грузом, Мгм. этим занимается данное подразделение. Вы, так. Ну, наше управление Так, и так. именно это подразделение. Мгм. Вот. Ну, результаты работы на сегодняшний день, как бы мы не привыкли хвастаться, но это информация, которая она доступна для всех, она везде на сайтах имеется. Сегодня у нас достаточно неплохие показатели в работе по Дальневосточному федеральному округу. Мы входим в тройку лучших подразделений. М. Тройку лучших по приоритетным направлениям деятельности мы даже где-то находимся на первых местах, как лучшее подразделение. Раскрываемость управления за 2022 год 89%. Это очень Очу- высокий процент Очуметь. раскрываемости. Это же очень много. Да, это очень У высокий Бухарей процент почти что раскрываемости. нет, и получается. Ну, стараемся. Знаете, в чем вот специфика транспортной полиции, да? У нас вся работа построена, как говорится, с колес. Потому что у нас сегодня уезжает потерпевший, завтра улетает свидетель. Мгм. И поэтому Сегодня надо- может уехать и ускользнуть из рук подозреваемый. теоретически. Поэтому мы реагируем на каждый сигнал, на Очень, каждый очень, звонок очень очень оперативно. быстро, очень активно. Сразу выдвигается следственно-оперативная группа, полностью укомплектованная экспертами, следователями, оперативными работниками, кинологами. Все сразу, все понимают, что если они сегодня не сработают, то уже завтра ловить будет нечего. Ну да. Поэтому, Уехал, улетел. да, всё. да. Взятки гладкие, да. Поэтому на сегодняшний день это каждый, кто приходит работать в транспортную полицию, это для него основа основ. Мгм. Может быть, поэтому и сегодня такая раскрываемость. Хорошо. Ну вы сказали же, ну кроме наземного транспорта, железка, самолеты, воздушный транспорт и плавсредства. Да, у нас плавсредства, железная Ну, то есть дорога. я и представляю, насколько самолет. объем большой работы, потому что ну, там и у нас, учитывая и наши территории, то есть в каждом населенном пункте есть у вас свои, скажем, сотрудники, получается, да? Либо они Ну, как... не в каждом, но Ага. Ну, где-то в основных. в определенных районах республики и на Чукотке у нас есть свои подразделения, которые таким же образом обслуживают население, а подчиняются они непосредственно управлению. Есть подразделения в Тиксе, есть подразделения на Белой горе, Да. есть подразделения в Черском, есть в Алепинске, ну и так далее. В Ленск. В основном в тех населенных пунктах республики, Откуда можно где, грубо говоря, стыкуются, например, и воздушный, и речной транспорт. Воздушный, железнодорожный транспорт, понимаете, вот в таком. Чтобы это чтобы максимально оперативно максимально оперативно сработать. среагировать. Да. Так, смотрите, Семен у нас, пока мы суть до дела разговаривали, Семен уже зачистил печень для пленки. Она у нас готова, да, Александр Семенович? Так точно. Все Мы хорошо. его можем пока его так отложить. Так. Мы будем отбивать не прям всю толпу, как говорится, да? Ну, по одному кусочку. Да, вот так, так. чтобы По одному. аккуратненько все было. Да. Чтобы у нас, как говорится, фарш все не превратилось. Так, и следующее У нас действие. Пленку Что? вот так берем, аккуратненько набиваем. Я пока сковородочку включил. Дай мне пока лук, пожалуйста. Я пока лук почищу. Все-таки ты хочешь сделать? Да, лук, ничего, я быстро это сделаю. Аккуратно, да? Лук Так у надо. нас- Да, по- тихонечко, потому что печень, она очень нежная. Мгм. Сильно не надо. Сильно ее не надо, да. И посолить, да, по-моему? Да, посолить, поперчить. Так, соль аккуратно, она крутить, она довольно... Она крутится у вас, да? Вот, да. Так, чтобы я тут видел. Ой, как много Так, высыпается. Много высыпается, да? Да, ну так мы чуть-чуть, ладно? Так, Пойдет. если. И перчик. Перчик. Так. Мобильно. Так. И следующий А, кусочек. а готовый, Семен, куда готовый нам? Можно сразу в мисочку, да? Сюда, да. Мгм. Мисочку. Вот так. так. Угу. Я ее поставлю сюда.
Лук надо, что у нас, замариновать, да? Нет, мы, Просто шинкуем? нет, лук просто полукольцами. Полукольца. Полукольцами. Все аккуратно отбивается. Получается, вы и на праздники семейные тоже готовите, да? Если время есть, то с удовольствием. А есть какое-нибудь коронное блюдо? Ну или одно из самых любимых? Вообще я очень люблю готовить сахатину. Мгм. Сахатину. Причем готовить ее могу котлеты сделать Мгм. из сахатины. Могу просто сахатину затушить. Да-да-да. Понимаете? Ну, вот, а так, чтобы прям вот какое-то фирменное блюдо от Александра Горбунова, такого нет. Специально за едой следите, затем что кушаете. Да, Сейчас же тенденция такая, ПП, все да, я вам секрет раскрою. Да. До 18 года я весил 109 килограмм. 109 килограмм. Сейчас вот До 18 года. Сейчас красавец мужчина. сейчас я вешу 99 килограмм. Ага. Да. И остановился я, потому что уже в таком весе мне стало тяжело. Даже, грубо говоря, не то, что что-то заниматься физическими какими-то Да, так вопросами. Мне даже дышать стало тяжело. суставом тяжело. Да, вот. Абсолютно правильно. Спина начала побаливать. Да. И как бы решил, даже не я решил, а супруга моя решила, что надо перейти на правильное питание, чтобы, грубо говоря, хотя бы сначала просто сбросить вес. Мгм. Вот и мы начали. То есть только благодаря питанию, да? Я не скажу, что я занимаюсь спортом, я занимаюсь физкультурой. Ага. Я хожу. У меня дома собака. Я каждый день Собака встаю в гуляет. 6 утра, 3 километра собакой иду. А, Потом вот. вечером с работы приезжаю в 9, в 10, Опять же. опять собакой 3 километра иду, понимаете? То бишь, я занимаюсь просто физкультурой. Собака тоже, получается, своего рода мотиватор. О, жена говорит, это кардионагрузка. Да, кстати. Собака у меня кардионагрузка. Мгм. Ходить. Так, там. лук мы можем обжаривать пока, да? Да, лук можно, да, туда прямо закрыть Мгм. дно этим луком. И я просто сегодня, наверное, за вами не успею с печенью. Надо поспешить. Успеваем. Успеваете, нормально. Ну, можем паузу взять. Вот. И стал больше внимания уделять питанию. Например, красное мясо стал кушать намного меньше, чем кушал раньше. Поменьше. Да, поменьше. Больше стал уделять внимание, например, тем более мы живем в Якутии. Рыба, это у нас самая лучшая рыба в мире в Якутии. Кстати, я Поэтому, соглашусь. поэтому надо рыбу кушать как можно больше, причем любую. Задай свой любимый вопрос. Да. Я все время с пеной у рта всем доказываю, что якутская рыба самая вкусная. в мире. Конечно. Да. Мне не надо доказывать, я могу вам сам доказать. Я готов, если бы не камера, я готов подраться иногда. Семен, Чуть ли не до этого доходит. это не Так, надо. Да. Нет, слышали, да, ну как относитесь к индигирке, кстати? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень да? хорошо. Вот, слышали, что недавно... Слышал, я что с ними не согласен. Ну, кто такие эти Я составляющие? с ними не согласен. Просто, вы знаете, вот уже иногда идет определенный перебор с индигиркой, да? Я не понимаю, когда индигирку подают там дополнительно с красной икрой, с черной икрой. Я всегда считаю, что блюдо должно быть настоящим. Ну, Рыба, лук, растительное масло, соль, перец. Все. Да, все. Оно самостоятельно. Оно самостоятельно. Тогда ты чувствуешь вкус рыбы. Да. Ты понимаешь это все. Не надо никакого соевого. Я, например, строганину не ем ни с какими-то там кетчупами, ни с соевым соусом. Я его ем Соль, строганину перец. только соль, перец. Соль, Потому что вкус рыбы слышишь. Да. А у вас какое любимое блюдо, кстати? Я вообще не привередлив. Я люблю, как я называю, крестьянский ужин. Что туда входит? Отварная картошка, посыпанная укропчиком, квашеная капуста с маслицем, с лучком. Кстати, вы с собой... Да, я привез сегодня с собой, Да. которую сам своими руками солил. Да. Вот. И плюс там может быть, огурчики, помидорчики. Все достаточно. Крестьянский ужин для меня это самая вкусная пища. Я знаю, полиция это все равно очень большая ответственность. Да, обычная Конечно. полиция, транспортная полиция, все равно вы охраняете правопорядок и все прочее. Очень много есть, допустим, что сотруднику можно, что сотруднику нельзя. Если, не дай бог, что-нибудь там, какие-то правонарушения, бывают очень жесткие наказания. Да? А бывают какие-нибудь поощрения для сотрудников? Конечно. Да. Конечно. Как они проявляются? При выполнении своих должностных обязанностей, если сотрудник справляется с ними на достаточно высоком уровне,
то всегда он поощряется правами либо начальника управления, либо правами начальника управления на транспорте по Дальневосточному федеральному округу. У нас масса сотрудников в управлении, которые поощрены правами министра внутренних дел Российской Федерации. Есть сотрудники, которые поощрены правами президента России, Даже. то бишь правительственными наградами, медалями. Понимаете, поэтому ни один случай достойного выполнения своих обязанностей не остается без внимания. Ни один. Если все думают, что в милиции только существуют какие-то карательные меры, Да, что да, там да, да. только Ну, пугают, почему- если почему плохо многим- работаешь, многим это покажет- и наказывают. да. Нет. У нас люди были, вы знаете, вот, например, простой пример приведу. Правда, это было не в нашем управлении, а в МВД Республики Саха-Якутия. В 90-х годах здесь поступил звонок в мэрию города о том, что заминирован аэропорт города Якутска. Ух. Да. И, значит, началась кропотливая работа по установлению человека, который звонил по телефону. Ну и, естественно, сразу началась работа в плане эвакуации пассажиров, обследования здания аэропорта и все остальное. А на улице стоял декабрь, и, по-моему, градусов было 50. Некомфортно. Как Некомфортно. Да. С учетом того, что здесь у нас не было таких специалистов классных, было принято решение, сюда вызвали группу «Альфа» из Москвы. Для того, чтобы они обезвредили, грубо говоря, данного преступника. Так. И министр внутренних дел, тогда был Валерий Сергеевич Федоров, он объявил награду: тот, кто, грубо говоря, даст информацию или задержит этого, Выйдет надо. Наслед. этого преступника, да, Так. он получит от МВД Республики Саха-Якутия квартиру. Ух ты, ничего себе. Я вам скажу, преступление было раскрыто, и сотрудник уголовного розыска, который первый получил информацию, и с его помощью был задержан данный преступник, получил квартиру. Так, а на самом-то деле бомба была? На самом деле бомбы не было. Ну, не ты было. шутник, да? Ну, тогда, понимаете, это сегодня звонки поступают сплошь и рядом. Да. Тем более, что сегодня столько возможностей, там, через интернет и все остальное. Да. А тогда это были разовые случаи. Он прямо напрямую позвонил в мэрию, куда-то чуть ли не в приемную мэра города, и сказал, что готовьтесь, аэропорт будет взорван. Ну, надо же. Понимаете, и все. Тогда еще антитеррористического закона, по-моему, еще даже не было. Как такового. Я тогда был простым опером, я вам даже не скажу, Да, потому как что там не, все я это помню, было. что когда вот волна террористических актов началась, по-моему, такой закон был принят в 2000-х, что ли, годах. Александр Сергеевич, я, кстати, выкопал одну информацию. Говорят, вам рекорд какой-то принадлежит? Рекорд? Рекорд. Мне лично? Нет, ну вашему отделению. Управление. Управлению, да. Да, есть такое. Да. Значит, Расскажите, пожалуйста, ну наверняка интересно это. да, пожалуйста. Сейчас только я у профессионалов. Семен, просто так, да, прямо? Да, можно. Давайте. Давайте. Вот. Это о чем идет речь? Так. В конце 90-х или в начале нулевых годов сотрудниками управления было изъято из незаконного оборота наркотиков в городе Якутске сразу одной партией кило 300 героина. Сразу одной партией. Это, конечно, все сотрудники работают в этом направлении по изъятию из оборота наркотиков. Ну, у всех даже такой вес складывается, если это, ну, как бы суммировать. А Чуть ли не за год. да, может быть, даже за год это, да, серьезный вес за год. А тут получается, что сразу при изъятии у человека на теле сняли 4 мешка, пакета, которые были к нему примотаны. И когда их взвесили, это получилось кило 300 героина. Рекорд. По 90-м годам это тяжелый наркотик. Ну, Очень, да и сейчас, очень, да, да. один из самых опасных. Да, очень страшный. И вот это, да, действительно был такой случай. Мы работали очень серьезно. А как управление. вышли? Как получилось? А там, ну, есть небольшие такие моментики, ну, по крайней мере, я был внедрен сам лично Куда? в эту группировку, которая занималась... Да ладно, как да. в кино? Дон Нет, Небраска, да? Нет, это в кино, как у нас. А, да, даже А, ну, то да, есть, да. типа основано, говорят же, основано на Да, реальных да, да. событиях, типа вот так, да? И выкладываем. Да. Был внедрен, проработали очень серьезно мы во взаимодействии с нашими коллегами из МВД по Республике Саха-Якутия. И То есть когда... как вы там с чемоданчиком денег там пошли или как? Да, Как это я происходило? Не было страшно делал вид, первого? что я наркодилер, что меня интересует оптовая партия, Да. для того, чтобы... Одели кожаный пиджак, красную сорочку. Я сейчас не помню, чем я был одет. Мы тогда Это жили, потому что мы тогда это жили бедно. Кино все время как-то так Не, романтизирует, что-то как-то смотришь Нет, там. я да. не помню, что я был одет. Максимум, если на мне, может быть, были там какие-нибудь джинсы, Да, да да. свитерок, понимаете. Ага.
Не, ну все равно же нужно показать, что ну да, человек ну, при деньгах, там, не просто там. вид- Если с улицы зайдешь... Согласен, то- согласен. Да, это Видимость подстава. должна была быть, Да, да. конечно, нужно соответствовать же. И когда уже все, сделка, Не, ну, грубо действительно, говоря, мне как-то это... Не было страшно? ну, Ну, мало ли что-то. знаете, вот сегодня мне нравится, как ребята, которые воюют, да, на Донбассе, говорят, только дуракам страшно не бывает. Понимаете? Поэтому, конечно, может быть, не столько страшно, сколько волнительно, в плане того, что тебя могут разоблачить, Раскрыть, да, что могут, что ты можешь завалить всю операцию, понимаете? Да. Это то, чем люди занимались несколько месяцев, год, Да, а ты годами, ты да. пришел тут и сделал Неправильно какую сказал фразу или какое-то движение, напортачил, и да. тебя сразу раз и все. Как этот, Володя Шарапов, собственно, да. Ну, то есть, Да, вот, да, это да, тоже да, же да. вот так, да. Сдается нам ты стукачок. Да, стукачок, да, а потом же это берет так и специально там за рояльчик, так, Да, 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 сыграл, да, да. чтобы он сыграл, да, там, Да, показали, да. Ну, то есть, видите, все нужно соответствовать, все должно быть правдоподобно, чтобы вот. Ну, если уж, как говорится, вам удалось, честь вам и хвала. Спасибо, Да, спасибо. здорово, Но это не мне одному, это работа всего коллектива. Да, группа все. Это все делали Нет, я понимаю, все но вместе, ребята. Вы, получается, играли одну из основных ролей. Это же надо еще и артистом быть. Немножко Ну, где-то, видимо, да. показать там, я чё, Видим. кого там, братан, Александр, на картаны, не, ну ладно, короче, кроме шуток. Да. Возвращаясь к Володе Шарапову, да, сейчас вам задам такой, наверное, немножко провокативный вопрос. Мгм. Зайду издалека. Правда, что вы никогда не были за границей? Да. И никогда не были. Ну, то есть все время в России, Да, в Советский да, Союз, да? да, да. Вот. Ну, я в отличие от вас много где был, да, и вот сейчас у меня такой вопрос возник. У нас отношение милиции и, соответственно, потом полиции, да, немножко чуть-чуть у общества другое. Вот. А за границей я бываю, ну, допустим, Штаты, Европа, там, да. В первую очередь, если что-то, они знают, что их полиция спасет. А у нас, ну как, откройте милиция, сразу вот какое немножко волнение любого человека. За границей я виду, ну как полицейского увидели, говорят, братан, нормально, там, давай сфотаемся. Знают, что если что-то от преступника, меня полиция всегда спасет, и они уверены. Как вы это прокомментируете этот момент? Ну, вы знаете, вот эта ситуация, отношение общества к сотрудникам органов внутренних дел, оно у нас в стране идет определенными волнами. Знаете, Вот, когда Володя Шарапов, послевоенные, все там, да, Да, тем более потом, послевоенные, да, милиционер, все такой, честь, почет и уважение. Дядя Степа милиционер. Какие стихи были, да, но классные? это вот вы берете уже время, период, когда министром внутренних дел был Щелоков. Он тогда целенаправленно вел работу о том, чтобы для того, чтобы поднять престиж органов внутренних дел. Сотрудника милиции, Да, тогда ввели новую форму. Тогда в милиции определили зарплату, двойные оклады, оплату за звание. Тогда начали активно снимать фильмы про милицию. Помните, Да. и Анискин, и там этот Томец, Знамен, Кибрид, эти следствие ведут знатоки. Такие, Да. такой сериал был. Да, это клёвый. масса этих фильмов, которые рассказывали о буднях милиции, и в этих фильмах показывали, что люди действительно совершают ежедневный подвиг. Берегись автомобиля, ну что, одно, действительно чего стоит, да? Понимаете? Какой-то И поэтому у населения, конечно, было такое отношение к милиции очень Моя недостаточно. милиция меня бережет. Да. Вот Потом такие- пришли вот эти, как говорим мы сейчас, 90-е лихие, да? Ага. Там немножко утратили свои все вот эти положительные моменты сотрудники органов внутренних дел. Но это тоже может быть и не их вина, а вина всего нашего вот общества. да, всё вина изменения, вина того времени, Многие понимаете? не знали, что будет завтра. Да, потом меняется, в конце 90-х нас всех назвали оборотнями в погонах. Чуть ли не так. Да, и люди сразу автоматически стали относиться к сотрудникам милиции тогда еще, сейчас уже полиции, с каким-то пренебрежением, с какой-то опаской. Ну, сегодня опять же все меняется. Сегодня работа руководителей и все, кто отвечает за это направление деятельности, сегодня очень серьезно занимаются престижем сотрудников органов внутренних дел. Сегодня проводятся лекции в учебных заведениях, сегодня работают сотрудники ПДН по делам несовершеннолетних уже с подростками, начиная со школьного возраста, понимаете, с дошкольного возраста. Даже так. То бишь, я думаю, что не пройдет буквально несколько там, может быть, я еще даже застану. Мне, правда, осталось, может быть, если все будет хорошо служить, то там 4 года. Но если я, может, еще и застану, тот момент, когда это все опять вернется на круги своя, когда милиция будет служить должно престижно. быть. Да. Когда престижно, да. Люди будут с удовольствием идти, устраиваться на работу и знать, что они будут выполнять свой долг как положено. И это общество скажет им спасибо.
Хорошо, а как вы считаете, вот какая самая большая благодарность, какой вот именно долг, который вы выполняете в вашей работе? Ну, то есть, что вы хотели бы увидеть, что конечный результат вашей работы? Вы знаете, самое вы знаете, приятное я в вашей вам работе. простой пример приведу, да, простой пример, и вы все Давай. поймете. Давайте. Не надо ничего там, каких-то громких, высокопарных слов. Станция Нижний Бестях, Так. железнодорожная станция. Ну, вот новая наша. Да, формируется состав до Нерюнгри, железнодорожный. Вагоны, пассажиры с детьми, там, с